В декабре 2018 года горячие головы на Украине забредили идеей возрождения ядерных сил сдерживания России. Надо сказать, что в бытность СССР Украина была центром производства ядерных ракет «Воевода», на Западе известных как «Сатана». Больше сотни таких ракет шахтного базирования было тут и развернуто. После распада СССР они ликвидированы, и лишь ракетная база у поселка Побукское сохранена как музей. И экскурсовод рассказывал мне, что по отзывам посетителей, офицеров российских РВСН, эта база копия действующих и сейчас в России. Настолько продуманным еще в 60-х годах оказался механизм этой машины смерти, что ничего нового пока не придумано. Группа экскурсантов направляется в так называемый инженерный блок. Он находится на территории ракетной базы, где расположены шахтная пусковая установка номер 1 и подземный командный пункт. Инженерный блок обеспечивает боеготовность только в предвоенный период. И из него же тоннель ведет в подземный командный пункт полка. Самостоятельного выхода на поверхность из него нет. Посмотрите, по этой правой трубе это называется приточная вентиляция. Воздух подавался на командный пункт. Вытяжная вентиляция слева выбрасывался в атмосферу. А вот по этой нижней трубе намораживалось 37 тонн льда на командный пункт. Зачем этот лед? Инженерный блок обеспечивает боеготовность всего полка в предвоенный период, во время обычного боевого дежурства. А вот после объявления боевой готовности он переводился на автономное жизнеобеспечение. И 37 тонн льда требуется для обеспечения нормальной температуры в шахте с командным пунктом полка. В нем, в этом пункте, было 12 уровней, этажей. Лед находился на самом верхнем уровне, по периметру помещения дизельной электростанции, куда экскурсанты сейчас переходят. В течение 45 суток автономная работа, он постепенно таял, за счет этого, собственно, и охлаждался воздух. Детей только берите за ручки. Экскурсия переходит из туннеля, кстати, через лифт. Вот это крошечное белое помещение. Он всего на 2 человек рассчитан. С его помощью боевой расчет опускается на минус 11 уровень, где находился сам командный пункт полка. Не-не, можете мужчины подняться, кто там это. Поднимайтесь сюда. Сейчас там вода, но если надо, мы все включим, все наморозим, все, что надо. То есть в этот командный пункт находится, за исключением нету системы жизнеобеспечения работы, как вот это что касается. А это уже сам командный пункт. Боевой расчет из 2 офицеров дежурит здесь по несколько часов. Они пристегнуты ремнями. Дело в том, что 12-ярусный корпус командного пункта подземного размещен в таком же корпусе, что и сама ракета «Сатана». И этот корпус стоит в шахте на амортизаторах, на таких ногах. И в случае атомной атаки амортизаторы позволяли сохранить работоспособность всей системы, а ремни удерживают офицеров в креслах. А вниз это куда еще? Жилой отсек. Где жили 12 этот. Группа экскурсантов опускается по лесенке на самый нижний, минус 12 уровень, жилой отсек. В случае войны вся территория комплекса блокируется, и 2 офицеров из последней прибывшей смены остается под землей на все 45 суток. К ним дополнительно спускается командир полка, и попеременно они несут дежурство. Подожди, а тут-то 45 жилом отсеке. Это же 45. А здесь как в туалете. Как в туалете. Нас закрыли. Слушай, это что, у него воду так спускали это, да? Вот там, это рычагом-то, в там смысле? вон умывальник, здесь вот унитаз. Вот рычаг спуска воды в это том что? самом. А это я уже не знаю. Я таких мелочей... Может, попробуем? Все. Вот здесь микроволновка, по-моему, стояла. Вот, Да, вот батарея, которая вырабатывает кислород. Вот пластины туда, которые вставлялись. Не, ребята, послушайте, как тут было вкусно, прикиньте, да, то есть 45 А суток. здесь То 2 есть... человека не Не, послушай, не, прикинь,
Нет, а они сюда-то пускали их только на 45 суток же, когда уже вообще Ну, там если все да, хреново если совсем. хреново, то да. И прикинь, они вот тут сидят 45 суток и считают 30-31, да, и знают, что наверх уже идти незачем. Ну, один из служивых, который здесь вот нам экскурсию рассказывал, он говорил, эти люди были просто смертники. Да, Ну, смертники. конечно. Ну, вот оно. Девушка из числа местных жителей уже здесь не впервые. Смертниками она называет боевой расчет. Считалось, что в случае войны офицеры уже не смогут подняться на поверхность, выйти из командного пункта, и по истечении 45 суток они должны были просто застрелиться. А вот эта сама шахта номер 1 с ракетой «Сатана», ну, ракеты самой нет, конечно. Всего таких шахт у каждого полка РВСН было 10. Они располагались на удалении в несколько километрах от штаба. Но вот одна шахта была рядом с командным пунктом. Обратите внимание на конусный столбик со стеклянной верхней частью. Это приемник сигналов из ближнего космоса. Он был необходим в крайнем случае. Дело в том, что боеспособность ракет шахтного базирования обеспечивалась троекратно. Во-первых, с помощью вот подземного командного пункта полка. Если тот терял управление, то из штаба дивизии к шахтной установке на вертолете прибывала группа офицеров с мобильным пультом и активировала пуск каждой ракеты. А вот если и дивизия теряла контроль над ситуацией, то пуск ракет предполагалось осуществить дистанционно из ближнего космоса. С этой целью в районе Москвы был дислоцирован полк, оснащенный такими же ракетами «Сатана», только вместо боевых частей с радиоблоками. Вот с помощью их при пролете над шахтами и осуществлялся пуск боевых ракет. Длинные прицепы рядом с шахтой – это транспортные и зарядные установки ракет. Дело в том, что боеспособность каждого полка РВСН обеспечивалась приданными ему еще 12 воинскими частями, в том числе и транспортными. И кроме того, территория командного пункта и шахты номер 1 охранял целый мотострелковый полк. Такой вот серьезной была эта структура, полк РВСН шахтного базирования времен СССР.